музыка как неотъемлемая часть народной культуры, культуры любого этноса, она несет в себе национальный дух. Это тоже ведь является вот такой квинтэссенцией опыта накопленного, исторического опыта, накопленного за столетия народом, со всеми там перипетиями историческими, трагедиями, удачами. Вот. И музыка всегда, история музыки отражает историю народа. Это одна из тоже страниц истории народа. Поэтому для полноты вообще знания своей истории собственной, для полноты своего национального самоосознания, самоощущения, конечно, надо. И я не говорю, что каждый должен быть музыковедом, но во всяком случае азы своей собственной национальной музыки он, конечно, должен знать. Конечно, потому и существуют же разные жанры. Есть военные марши, есть торжественные гимны, есть огромный пласт, скажем, военной музыки Османской империи. И вообще, что интересно, ведь наши предки, наверное, одними из первых сопровождали боевые действия духовыми и ударными инструментами. Это вообще неотъемлемая часть тоже всей культуры, потому что музыка пронизывала все. Потом музыка же изначально несла еще и сакральный характер. Была, конечно, всегда музыка легкая, как сейчас говорят, развлекательного характера. Но вообще, конечно, основная ее функция — это вот такая сакральная, поднятие духа, объединение людей. Это абсолютно некорректно. О том, что пришло новым, это понятно. Опять-таки, ряд европейских жанров музыкальных, опера, балет, еще некоторые другие формы музыкальные. Но дело в том, что в отличие, скажем, от, может быть, многих народов, в том числе и славянских, у нас всегда были профессиональные композиторы и профессиональные исполнители. И это не были просто скоморохи, голые развлекатели. Они различались все по репертуару своему. Были джирау, были джерши, были айтскеры, были салы. Вот. И к тому же у нас, в отличие от Европы, все эти деятели культуры были всегда в большом почете и были баловнями народа. Опять же, уникальный жанр салов. Это люди, которые и пели, и представляли сценки какие-то, и рассказывали веселые истории, и показывали фокусы. Они же представляли собой, когда приезжали в какой-нибудь аул, абсолютно немощное состояние. Сал, потому что это синоним слова чал, то есть немощный абсолютно, бессильный. И вот они, приезжая в аул, на коне, валились с коня, местные жители их брали на руки, относили на почетное место, кормили, поили, угощали. После представления дарили дорогие подарки. Это всегда была очень почитаемая часть народа у казахов. Потому что в Европе музыканты до 20 века вплоть были, в общем-то, на уровне обслуживающего персонала, и их всегда считали представителями черни. Это невозможно было представить, скажем себе, брак в свое время какого-то аристократа, или даже не аристократа, а просто солидного человека и там представительницы какой-то танцовщицы или певицы.
У нас было все совершенно по-другому, отношение к этому другое. И у нас это были профессиональные композиторы. Ну, в конце концов, Моцарт не учился в консерватории тоже никакой. Почему он профессиональный композитор, а Девлет-Кирей не профессиональный композитор? Или Курмангазы? Это люди, которые с детства этим занимались, и они получали из первых рук от музыкантов более старшего поколения все это тоже опыт, накопленный столетиями. Это тоже была учеба, это была педагогика, она больше всегда была сопряжена с практикой. Но их вот окунали вот так вот, и они сразу выплывать должны были в океане. Вот. Поэтому это несправедливое замечание, это ерунда все. У нас музыка существовала и очень серьезная, не просто частушки там или какие-то там куплеты. Кюи очень серьезно в виде вот очень сложное, очень серьезным содержанием философским, музыкальные пьесы, по сути дела, и домбровы, и для коваза, для разных могут быть инструментов. Это далеко не у каждого народа, у нас это есть. Ко многим это пришло вместе с европейской классикой. Ну, мы европейскую классику освоили, просто еще начиная с советских времен была вот эта странная градация, совершенно неправильная. Просто даже по названиям, вот, в учебных заведениях музыкальных была классическая музыка, и были студенты классики, и были народники всегда. И почему-то это делилось. Классики одно, народники это другое. И в итоге выработалось такое исподволь отношение к народникам практически как просто к самодеятельности из какого-нибудь там железнодорожного клуба. Хотя это такие же профессионалы, которые играют музыку, которая сочинена такими же музыкантами-профессионалами, потому что у нас и 100 лет назад были музыканты-профессионалы, и 200 лет назад. Потому что это не учитывают у нас нашу именно культуру и культуру музыкальную. У нас вся культура музыкой пронизана. Мы, наоборот, за время колонизации и потом советского времени во многом очень много утратили из своего наследия. И только благодаря вот таким людям, как в свое время Ахмед Жубанов, как потом его последователь, по сути дела, идейный его ученик, это Нурбексат Линдиев. А так это вот в советское время писали, да и сейчас многие, часто от кого можно услышать, что вообще, что такое казахская музыка. Есть один знакомый, который говорил, что там казахская музыка, она вся, мол, минорная, ничего мне интересного нет. Там. И это вообще, он высказывал мнение не свое только, а есть большое количество людей, из тех, кто вообще ничего не понимает ни в казахской музыке в частности, ни в тюркской музыке вообще. Там, к счастью, как-то особенно последние годы китайское правительство, потом, по-видимому, существуют государственные программы, они поддерживают этническую музыку народов, живущих на территории Китая. И огромное количество проводится всяких фестивалей и конкурсов. Я когда вот был в Китае, я просто смотрел специально по телевидению, там множество каналов, и большое количество, я их и не считал даже, разных совершенно жанров, и именно вот этническая музыка, и они с удовольствием это слушают. И я не могу понять, откуда-то взявшийся миф о том, что китайцы боятся горлового пения, и поэтому оно у них там запрещено. Поют там и казахи, и другие представители кочевых народов, и представлены в Китае тоже горловое пение, и они от него ничего, в обморок совершенно не падают, от страха никуда не убегают. Там очень много, точнее, больше гораздо уделяется внимания, чем, скажем, в той же Российской Федерации. Я не говорю уж про нас, потому что у нас тут, на мой взгляд, совсем недостаточное внимание уделяется именно вот такой исконной этнической музыке.
Вот, потому что какие-то должны проходить мероприятия, фестивали у нас. По-моему, по количеству всяких залов в Астане можно какие хочешь проводить мероприятия там, международного плана. Вот это должно быть, мы должны стремиться быть культурным центром в центре Азии. Мы и так оказались исторически на стыке всех путей. Мы на перекрестии всех дорог шелкового пути. Мы в свое время на стыке тюркского и иранского миров возникли как этнос с теми и с другими корнями. Потом, в общем, исторически всегда были корнями связаны с китайской цивилизацией, сотрудничали с ними, воевали с ними. И когда сотрудничали, то обе стороны только выигрывали от этого. Вот. А сейчас, да, у них всего этого очень много проходит. В России, ну, есть там эти свои именно голосы и прочее, но вот такого этнического я что-то вот не вижу, сейчас же в интернете все это доступно. А в Китае есть казахские школы, в Китае есть казахское телевидение, не один канал. Вот. В Китае издаются казахские книги, учебники. Разумеется, там доминирует во всем и везде китайский язык, но полностью тоже там отрицать то, что все-таки делается, тоже нельзя. И тоже с музыкой происходит. Видно же очень хорошо, даже вот когда смотришь эти конкурсы и жюри и публика, как они реагируют на казахскую и тюркскую музыку, вообще монгольскую музыку. Они же очень открытые, они очень искренние, они восторг свой выражают абсолютно вот, без всякой тени притворства. Вот все как-то очень от души. Дело в том, что они к своей культуре относятся очень трепетно и совершенно справедливо, потому что культура их этого заслуживает. И с древних времен у них сохраняются многие традиции, которые подтвердили свою эффективность и пользу. И в частности, система экзаменации государственных чиновников всех. Там с определенной периодичностью они проходят какие-то курсы повышения квалификации и сдают экзамены потом. И один из экзаменов, которые они сдают, это китайская национальная классическая музыка. И любой чиновник имеет хотя бы какие-то основы познания в своей национальной музыке. Они это ценят, они это любят, они это пропагандируют. Точно так же они сдают экзамены по китайской философии древней. Вот такой должен быть подход. Мы тогда, как этнос, будем и дальше развиваться и выживать. Это не значит, что смотреть все время назад. Но и надо понимать, что тут подход не должен быть вектор просто прямой. Вот временной вектор григорианского или юлианского календаря, когда просто по одной линии, как на поезде, из прошлого бесконечного в бесконечное будущее. И не вполне понятно, что будет впереди. Ну, вроде бы по европейским календарям обещают, что будет прогресс все время. Но что такое прогресс, в конце концов? Это технологическое совершенствование. Кроме этого, что-то еще должно быть. Восточный календарь, по которому в свое время жили и мы, до того, как перешли на европейскую систему летоисчисления, подразумевает летоисчисление циклическое по 12-летнему циклу, где у каждого года есть свое животное-покровитель. И в соответствии с ним
этот год тоже имеет какие-то свои особенности. И тут никакой мистики нет, просто как все в природе, это все тоже циклично, и годы бывают разные, так вот тоже. Годы джута, это, как правило, были годы зайца, Коянджело. Просто как весна бывает каждый год, осень бывает каждый год, а какие-то явления бывают один раз в 12 лет, какие-то по юпитерскому циклу в 60. И когда люди живут по этому календарю, они не забывают о прошлом и о прошлом опыте. И китайцы, например, прекрасно понимают, что если вдруг они что-то негативное сотворят в данный момент, то это непременно вернется через какой-то цикл. Это может быть маленький недельный цикл, может быть месячный, может быть годичный. А может быть он растянется на более долгий период и когда-нибудь лет через 12, как шандарахнет. Но когда-то это все равно вернется, конечно, от степени того, насколько это был такой весомый какой-то толчок. Они это принимают все всерьез, и, наверное, все-таки это подтверждается. И они поэтому не рассматривают время как просто вот такой один вектор, устремленный сзади вперед просто, и все. И соответствующий поэтому подход к истории, поэтому они совершенно не разделяют расхожее такое журналистское выражение, что, мол, исторические аналогии хромают, и что, мол, они вообще неуместны. Исторические аналогии работают вот просто как часы, потому что поменялись технологии. Человек ездит сейчас на совсем другом транспорте, не ездит на коне, на яках, ну, за исключением самих животноводов. Вот. Ну, все это изменилось, но человек остался все равно такой же. Там говорят, там что-то поменялось, ну что-то поменялось, но все равно голова одна, две руки и две ноги. Он все так же делит добро и зло. В чем-то какие-то перекосы происходят, но изначально, базово, человек все равно абсолютно не изменился за все те тысячелетия, которые он существует как вид. Поэтому все эти аналогии, люди и поступают, поэтому человеческая история, она зачастую лишена логики, поэтому часто попытки логического какого-то объяснения исторических событий не работают, потому что тут работает иррациональное, в частности, даже иррациональное поведение самого человека, когда он ведет себя во вред самому себе. У нас они просто все абсолютно как раз-таки несведущие в национальной собственной культуре. Они такого асфальтного плана ребята. Просто надо же поинтересоваться. А если так настолько ты заинтересован, не можешь найти даже где-то в магазине там сказки, ну, сходи в институт литературы казахский, там есть отдел фольклора, там целый ряд есть академических изданий, есть целый ряд изданий в литературной обработке, есть на казахском языке, есть в переводах. И желающий найдет. Просто глупо приспосабливать какие-то чужие сказки для себя, потому что они ментально же не подходят, они иные совершенно. Нужно же исходить просто из характера, потому что часто, я думаю, вот это пересаживать с одной почвы на совершенно другую, мне кажется, это не продуктивно совсем, это и неубедительно. А так это, в общем-то, конечно, недостаток собственного образования. У нас очень богатый мир сказок, волшебные сказки, сказки о животных, бытовые сказки, веселые сказки про Алдара Кюсе, сказки про Хожа Насыра. Нет в них недостатка. Кроме этого, есть офигительный просто эпос казахский, замечательный совершенно. Есть древний, есть старинный эпос, есть такой, как Қозы Көрпеш Баян Сұлу, который вообще постсюжет, который произошел еще до нашей эры, до новой эры. Это один из самых древних. Алпамыс Батыр,
А ертёстук это вообще эпопея целая. Это может говорить об отсутствии такой базы человек, который просто совершенно ничего этого не знает. Это стыдно. И потом еще тут такое, вероятно, просто асфальтизация такого уровня, когда ему просто вот это не нравится. Просто все свое кажется ему неинтересным, примитивным, скучным. И поэтому он опирается на европейское. Ну, таких тоже хватает, к сожалению. Это тоже одна из бед европеизации, русификации в результате вот колонизации. Ну, к сожалению, нельзя назвать опытом. Я же вот попытался научиться играть на кобызе. Вот, ну, все ограничилось 3 уроками, а потом просто бытовые особенности сыграли тут свою неблагоприятную роль. Я хочу продолжить, но пока просто не знаю как. Не знаю, может быть, есть какие-то, я даже не смотрел. Вероятно, есть уроки кобыза где-то в интернете. Попробую так. А так это замечательно уметь играть. Раньше домбра была у каждого казаха. Домбра — это был инструмент, который был просто обязательным атрибутом любого человека. В каждой семье же действительно была домбра. Ну, кобуз не в каждой был, а домбра в каждой была. Это не было редкостью. Все пели, все играли, все веселились. В этом и форма казахского образа жизни, казахского общения. Потом это все еще выливалось на тоях, на разных, на асах, по смерти каких-то известных, значительных людей. Ну, я слушаю. Сейчас к тому же нет проблем. Можно в интернете многое найти. Я нахожу себе какую-нибудь казахскую, слушаю, народную. В основном народную, конечно. Димаша, конечно, сейчас анда-санда слушаю. Потому что любой творческий человек, в данном случае вокалист, он для мира интересен прежде всего как представитель какого-то этноса. Потому что тех, кто поет, как они, у них хватает своих. В этой манере, в этой школе, в рамках этого именно такой музыки. И любому зарубежному слушателю интересно, когда музыкант извне, откуда-то вдруг появляющийся, показывает именно свою какую-то культуру. Зачем им слушать повторение своей собственной музыки? Все равно, ну, за редким исключением, лучшими исполнителями музыки будут именно те, кто являются представителями этой музыки, именно этнически. Именно это вызывает интерес за рубежом, вот, потому что наши там джазовые исполнители там никому не нужны. Там, в лучшем случае это второразрядный ресторан какой-нибудь. Ну, тоже касается и рока, потому что к тому же, если делать рок, то тоже рок этот должен быть, или любой другой жанр, пусть блюз, хоть рэп, он должен звучать по-казахски. Это все равно должно быть в казахском ладу, это должно быть мелодически, полностью соответствовать казахской музыке, казахскому менталитету. И тогда это будет интересно за рубежом. А копировать их, повторять, это совсем неинтересно. Это отрыжка такая советского времени. В советское время просто вот молодежь моего поколения в 70-е годы, мы советскую музыку отвергали напрочь вообще. Слушать самоцветов или еще там каких-то подобных им там, которые про БАМ поют, это было просто как-то проявлением полного колхоза, там друзья вы начали презирать. Поэтому казалось единственно хорошей музыкой, которая приемлема,
и которая может нравиться, это только зарубежная, только западная музыка. Вот. И произошла полная на нее подсадка без редакции, без собственной аранжировки. И в итоге еще в советское время считалось самым крутым исполнить по возможности вот так, как это в оригинале. Один в один. Это считалось очень круто, вот сделать прямо как в оригинале. И все старались. Никакого не было стремления импровизировать или сделать собственную аранжировку, что-то поменять. И вот это все почему-то осталось. Времена поменялись. Доступа к музыке стало гораздо больше. Бери, какую хочешь, слушай, обогащайся. А все равно вот это стремление просто взять и слезать один в один. Ну, к сожалению, ну тут как-то все вот сплелось еще как-то нетребовательность слушателей, потому что вот такие какие-то непонятные исполнители, которые просто делают клубную такую ударную музыку, бум-бум-бум, без какой-то определенной окраски, там мелодия просто выколачивается и какой-нибудь казахша примитивный текст. И они все одинаковые, все друг на друга похожи, их на то, их на всех играют. И как-то все это люди съедают, вот все это поглощается. Ну и, конечно, тут ответственность именно творцов. Но это дешево это сделать, легко же. Сейчас всяких этих битов в интернете можно бесплатно понаскачивать. Взял туда еще что-нибудь, там добавил, здесь добавил, что-то прилепил там. Вступление, финал и текст дурацкий, и все. К сожалению, это есть, ну это халтура. Халтурщики были всегда, просто как-то хотелось бы, чтобы это фильтровалось уже все. Вот, их сейчас просто слишком много, наверное, стало. А так, ну как, современная музыка, она же эстрадная, тоже разная. Ну вот Димаш же тоже современная эстрадная музыка, по сути дела. Просто нужно все равно все это сочетать, вот как живущий в Китае казах-музыкант Мамар и его музыкальная команда. Он делает этническую музыку, он еще ее все равно все-таки по-своему аранжирует, она у него тоже, но она все равно звучит у него исконно по-казахски, там нет каких-то искажений, которые сейчас часто берут казахскую какую-нибудь песню и начинают ее европеизировать. Вот. А он в этом смысле замечательно, с любовью и бережно очень подходит. И у него поэтому и этника такая вот очень красивая и трогающая именно. Вот. И в то же время у него еще команда его делает совершенно авангардную музыку, но в которой тоже есть казахские, тюркские какие-то вот такие вот корни. Вот. У нас просто, ну, может быть, они не могут уместиться все на нашей территории. Есть, конечно, этнические группы, но чем будет больше, тем лучше. Я вот сейчас в интернете, например, недавно тоже видел, ну и раньше их видел. Есть монгольские команды, которые делают рок вот, по-монгольски. Он звучит совершенно интересно, прекрасно. Вот. Тывинские какие замечательные тоже. Именно этнические музыканты. И этническая музыка у них и звучит именно. У нас же тоже многие наши казахские музыкальные произведения с небольшой какой-то доработкой могут исполняться и как роковые какие-то, и как блюзовые. У нас все это есть, но это все именно казахское. Ну, это неизбежно же. Потому что вот никто же не назовет при всех там несколько исполнявшихся песнях, собственно, Нариму Искалиеву казахской прямо певицей. Ну, в основном мы нее там дадим шар земной детям, там,
И у Батырхана было, когда он пел чисто эту эстрадную такую программу. А когда начал петь казахские именно песни, вот она, особенно когда он исполнил, это просто был восторг и такой восторженный шок. Новое открытие Батырхана. Он совершенно по-новому заиграл. И у него это получалось, вот, потому что когда человек поет свою музыку, у него все открывается гораздо лучше, шире, у него душа вся раскрывается гораздо лучше. Ну, никуда не денешься, потому что это все в крови, это в жилах все сидит.